Уважаемые друзья, любители футбола, мы приветствуем спортивный комплекс 64. Как всегда, в субботу, воскресенье, аншлаг, играют команды, дети играют, взрослые городские коллективы физкультуры. Приходите, болейте за свои команды, получайте удовольствие от футбола. Спасибо. Всем здоровья! Принципиальная игра. Хас, бирашко халани хеллер, да, миш. Бер қара. Наша жүк. Аны бары тоқ байлар де. Қасар команда. Биди килешко ради салақтар. Аны білейін. Білейін. Үшөне ол кетәбет. Қайық біт кесеріп ба. Парғы отыр бір қалматтың ең кәлілерді. Орта қалыңыз болып не? Ата бұл жылдар. Чисто бұл отыр. Плюс-минус кемера хоқ. Январь. Где-то. Сүлбедеттен, сүлбе қағаттар ағалағып бұл уже. Агату залығар. Агатулары тәтәңге. Жарыттан ағалағып бұл. Тонларға жайды жауып. Шөй, набирайды атып. Набирайды анырабит. Бұл отыр, хорықтар травманы маға бұтыр бұл. Икі ол бұл травмалағда. Әдер отыр бұл. Ки барды айтады? Арчи да, Женя да. Без них. Без них как-нибудь сыграем. Вот бирил коллектор. Москваттан. Вася Волков. Бұл Северосток. Когда не хай. Президентін ола. А так. Сүлбе. Биригерин. А не дем. Так сильно было, скорее всего. Топот дойдут. Подготовка чугай. Неделяга үсті жарықтана бұд агату залығар. Атайты Леня ұрут агатуга аннян хайырыды. Атта кәпсеті тренері гітті. Хаты время бербіттері. Атта ончатта даха 12 бар. Это нәрсе кем Васю Волков ден ол коллектава Москватан мирне гадылы. Атта мирнектен уже на тачке угадары было. Пока видят, пока ничего не говорят. В неделю на Джерктана въехать, всех найдем. Кем мед самый звездалар, будет ключевой руктор, повтор. Рахамовс было. Да, Рахамовна, жесткая Рахамовна. Второй лига, да? Тон. Агас егер бар бит, тоқан то бар биддили икили очко разницалары. Олеттен каждая нюна бир уже кайни ханат. Раз 1/8 кирерлена. Был состав под кейнетаха тухогус. Экспериментальный хос дехап. Основной улаттар бу армияга юрек каяңын деп көрдүк. Центральная Россияга барлар олин. Антак Центральная Россия кытталдылар. Олин супер состав болот. Атака футбол футбол бар. Где-то ряды редеют, где-то тоқтилдер. Молодойдар, тақсалдар, қайылдар. Будем биться, что делать? Это футбол. Руки, ноги есть, главное. Главное, чтобы без травм. А так, пока состав под травма того, так что настрой есть, бой дадим. Молодежкар давай. А? Молодежкар давай. Он находит пути. Би тох футбол, Северо-Восток, тем командалар под Хабарта Халма. Вот у нас политика именно Халмалар ден. Короче, тох тяхабе, эдден года хотна, это высшая лига. Хотуттан беге он на хандыга бар, халора. Он хандыгаларың была у них людей есть откуда брать. Там есть приезжие люди, там тохтилари, вахтагален, юлялиллер, хаиллер. Там есть кадры. Даже на уровне России у него дженнарбалла. Бега он ортахалмага. Он кадр да хухтара. Промышленности нету. Раньше была промышленность, сельскохозяйственная, рыболовеческая, там, охотхозяйство. Бы он хух. Блин, кадры, надеяться только на своих и только на свою молодежь. Других вариантов Аллах нету. Халура, это усалдандарың. Они, осколлахтар, заллахтар. У них есть опытные игроки, опытный тренер. Олурдинен легионер алалар.
легионер да ханюллар. Это уровень высшей лиги. Олеген, одно только участвовать вот среди таких игроков, среди таких команд, это уже престиж. И для северного района, который за полярным кругом, Хандын холора не полярный, не а мы за полярным кругом. Лесотундра, тундра, тайга бютер серия, ди. Олеген, тохтехавей. Олатар должны играть в удовольствие. Олох, каждый пас, каждый момент, каждый вариант, ол опыт, богатейший опыт полар. Остуретом богатардан кавсятаха холора. Мы начали так, на большом уровне выступать в спортивных играх Хандыги в 2003 было. Он Чулорга северная зона, где на Рахсарете. Он таблим был он на Рахсова полбут. Он футбольный союз тохтехам барав. Нте Арарар был бутереди. Высшая лига, первая лига. Он сразу идет класс игроков идет, команд идет. А надо подготовка к этим турнирам, где он улатта декоя. Вот, оле не кому-то начали. Род северная зона холора. Эвен бутен тайтан, бески игралар. Усиянатан бески игралар, бой береллар, хайлар. Конечно, но он касать дебат. Ки хайд дебат, да. Манника уллаган алох. Конкуренция дикая, оле. Сайдин рых. Он, блин, холора первая лига, там тоже неплохие команды. Жатайын бар, Хангалас бар, Чурапчы это валды. Аллах, ами, Аллахай командалар дефай. А так, это у Кимстарга тохтехом бараван. Это очень ошибочное решение, то, что в Ленске проводят, да? Да, это может быть как-то чем-то регламентировано, то, что победители, на месте победителей, да, вдруг, тоже мы легионеров понаберем и выиграем. Вряд ли кто к нам приедет. Вот, это немножко неправильно, Диханата. Тем более, были слухи, то, что Мегина Кангаласы предоставляли зал с оплатой всего. С оплатой работы зала, с оплатой судей. Но Уфкимс на встречу почему-то не пошел. Только из-за того, что якобы призовой фонд там у них большой или что ли. Но ладно, в другой год, да, это можно было бы, но этот год, он же, блитох, отборочные путевки разыгрываются для спартакиады. От этих видов спорта может решать общий командный зачет района. А для северного региона это очень-очень сложно. Чересчур сложно. У нас таких промышленных этих нету, спонсоров нету. Все на собственном энтузиазме, все за свой счет у нас. Администрация не справляется, у нас финансирования такого нету, потому что у нас проезд Среднеколымский Якутск, бегон тынча, биркиеха. Якутск, Ленск, Сюльба тынча, биркиеха. 70 тысяч в один конец биркивара. И вот умножьте на 10 человек, туда-обратно 9 куда. Плюс проживание, плюс пропитание. Пропитание вот оно тох. Ами ырахан хогос олehen бәбит, балык путын бәбит әппетен, оны килдер барар. Аракых тақпыты окуд. Олehen мен эти Уфкимстарга тохчахым бара. Как сказать, возмущение. То, что именно отборочный турнир так далеко проводят. Отборочный турнир, он должен быть для всех равным. А транспортная логистика для всех районов. Это Якутск, Нижний Бестях. Усть-Алдан, там тоже очень хороший зал. Час езды отсюда, Девикудду. И горный, Бердигостях, тоже хороший зал. Из 3 залов они выбирают только из-за того, что там призовой фонд там супер-пуперский, Девикудду. Это неправильно. Для районов северных, для районов отдаленных это крайне неправильно, Дианы. А так вот подготовка аргия на лан барани. Имея тоже за свой счет барта Девикудду. Спонсоров нет. Администрация барахсан. Кабеля тактир да волла тибет. Тем не менее, тулаях волвадах под техгалдарнан каттех под. Неревин, короче. Назад пути нет, иди. За нами Колыма Девикудду. Он, пользуясь случаем, тохтехам бараван. Северо-восток команда политиката это Колымалар дебитимде. Ол оттара Колыма вотага по идее. Уя Колыма, Аллара Колыма волаттары.
Пожалуйста, милости просим. Будем вместе тренироваться, будем вместе подготавливаться к таким соревнованиям. Ну и будем меньше вместе скидываться. Каринда, начинают Миша, Саша, Тимур и Леня, пускай начнет. Азара, тапа, сала, тапа, Тера, за родную Колыму. О, здорово! Все, не сядь! Мужчина! Отдай! Впереди! Тимур, впереди! О, хорош. Да, Эрги. Четко. Тимур, наоборот, Эрги, да, наоборот. Зара! Зара! Забивать надо, Артем! Дима! Да, окей, Ханна Варда. Сай! Там сложнее было не забить. Ну. Стоишь на двух ногах. На двух ногах стоишь твердо, поэтому... Чуть-чуть вот так. Ты вот так встал, и все, замер. Поэтому нога не пошла, вторая. Камалем! Чахар! Забыли, говорит, да? Первый. Хорош, Саня. Заря, 2-2! 2-2! Хорош! Паха, хорош! Пару раз было. Саня, келді. Қаста дағаны, вратарь, бірағар. Маннан перехват тегін. Bir кейлер, манна баран қалар. Он инне пастыргыр. Бен сентерге барды. 3-2. Фол көре, 2 фол олы қанады, Тимур. Да, блин, игі қанады, блин. Сейчас они... До последнего, до столба. Да, перед ним надо стоять. Леня, сұраққа тұраған. Әнкей мен қағалдағыны берейін. Вот, на, явно сүйем. Да, 43 года. Еркетті көрім, сұраққалар, Мишаға не алам тұрғанда. Начинаем втроем. Да. Втроем надо начинать. Втроем играете, сразу теряетесь. Стекельный колда? Он 3 раза вас называет. Успокойтесь, посмотрите ему в глаза. Понятно? Все, насчет защиты, все, больше никаких нареканий нет. До конца стоит. Посмотрите ему в глаза. В момент удара он будет по-другому смотреть на него.
недопонимание. Некоторые люди у нас приехали вот только-только со Среднеколымска, с других, там, с Москвы прилетели еще. И как не успели, короче, сыграться еще. Вот, допустим, у двоих-троих людей у нас вот первая игра была вместе с ними в составе Северо-Востока. Сказать по игре не хватило, сыгранности не хватило. Симбирь как-то сейчас у нас сборы идут, тоже с работой совмещать, и все это тоже как бы влияет. Ну, тяжело, что поделать, отдались. Главное, может, друг друга почувствуем, чтобы республике показать уровень, хотя бы соответствовать ему в высшей лиге. Че, только этот. Надо прибавлять еще. Немножко осталось совсем до республики, но надо поднажать, чтобы, как сказал, соответствовать первой лиге, высшей лиге точнее. Это даркпут бара. Билля? Конечно, не бил рахамуло бия. Как обычно. Не бил рахамуло. Бара билет ким утары Усалдан, Якутск. Бара кифтах команда. Хата баранын кичерге хем би белемит. Тоқтаны давление тоқтуга. Сами. Да, добрый день, уважаемые любители спорта, футбола. Очередной чемпионат Республики Саха-Якутия среди команд высшей лиги по футзалу в этом году будет проведен в городе Ленске, Ленского района. Примут участие 10 лучших команд по итогам прошлых чемпионатов республики 2025 года. Многие задаются вопросом, почему чемпионат проводится в городе Ленске. Как руководитель футбольного союза республики хочу ответить. Есть негласная договоренность между командами, участниками чемпионатов республики, очередной следующий чемпионат проводить на родине чемпионов республики прошлого года. Поэтому сборная команда Ленского района в прошлом году в городе Якутске выиграла чемпионат республики. И в этом году проводим чемпионат в городе Ленске. И этот чемпионат особенный, потому что в 2027 году проводятся спортивные игры Республики Саха-Якутия. И по решению Организационного комитета по подготовке проведения этих игр 26 год по игровым видам спорта стал как отборочным. Поэтому отличие от предыдущих спортивных игр, отборочные соревнования проводятся за год. То есть в 2026 году мы, футболисты, волейболисты и баскетболисты, проводим отборочные соревнования в зачет уже спортивных игр. Вся организация будет нацелена на спортивные игры. Проводим согласно положения и регламента спортивных игр. Допуск участников будет проводиться мандатной комиссией спортивных игр в соответствии положения о допуске спортсменов. Есть там разные нюансы, то есть спортсмены должны зарегистрированы по месту жительства в 2024 году до 1 июля. С Министерством спорта, Управлением массового спорта и Футбольным союзом совместно с районной администрацией Ленского района проводится большая работа по проведению данного чемпионата. В Ленском районе создан организационный комитет по подготовке и проведению данного чемпионата под руководством главы района Александра Вячеславовича Черепанова. Непосредственно по организации нашего чемпионата работу ведут заместитель главы района по социальным вопросам Анна Сергеевна Барбашова и исполняющий обязанности директора муниципального учреждения спорткомитет Ленского района Михаил Михайлович Бродников. Как и в предыдущие года, в связи с хорошим уровнем наших игр, для обслуживания чемпионата республики мы запросили Российского футбольного союза 2 судей. И по согласованию с комитетом по судейству Российского футбольного союза на проведение чемпионата будут командированы 2 судьи, которые работают в проведении матчей высшей лиги чемпионата России. Организационный комитет Ленского района по подготовке и проведению чемпионата, как и в 2022 году,
выставила призовые для команд победителей и призеров, соответственно, 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч призерам, чемпионам и призерам. Еще денежные призы будут лучшим игрокам по номинации. 5 номинаций: вратарь, защитник, нападающий, бомбардир и игрок. Проводится большая работа. Мы здесь каждый день на связи с оргкомитетом Ленинского района по месту размещения, по месту питания, по транспортировке команд-участниц, по подготовке места проведения соревнований. И совместно также с оргкомитетом Ленинского района Футбольный союз мы сейчас ведем работу по организации прямых видеотрансляций каждого матча, 29 матчей. Недели назад мы провели жеребьевку чемпионата. Соответственно, каждая команда знает, в какой день, во сколько будут выходить на спортивную площадку. Каждая команда сейчас в данное время друг друга хорошо знает и будут готовиться. И, соответственно, чемпионат мира, например, проводится. Там же известно, например, 22 числа месяца, например, 18:00 встречаются команды Бразилия-Германия. Большинство команд поедут на машинах, автотранспортом, поэтому они должны учитывать поездку, возможно, время отдыха до игр, и чтобы подготовленные, уже готовые, чтобы выходили на первые матчи чемпионата. И по просьбе Организационного комитета Ленинского района мы по согласованию с командами пересмотрели расписание игр и поставили матчи сборной команды Ленинского района в вечернее время для того, чтобы жители города Ленинского района болели, смотрели матчи своей родной команды. Да, по организации чемпионата еще хочется отметить один такой момент. Мы с прошлого года по освещению подготовки команд, по подготовке самого чемпионата и самого проведения чемпионата уделяем особое внимание. У нас специалист Эрел Толстяков, который отвечает за эти вопросы, с прошлого года ведет очень хорошую работу. Впоследствии этого у нас в этом году появился генеральный спонсор чемпионата, компания Iron, Макар Зырянов. Они вышли на нас с предложением обеспечить в этом году всех участников, 10 команд, которые участвуют в высшей лиге, обеспечить спортивной формой. Данная работа уже проведена. Мы благодарим компанию Iron, руководителя Макара Зырянова и всех его работников компании, что на сегодняшний день наши команды все обеспечены единой спортивной формой. Команды все должны выходить в этой игровой форме на все матчи чемпионата республики. Данная форма предоставлена в виде помощи, спонсорства. Мы провели презентацию этой формы, готовится специальное представление команд. Команды будут представляться в этих материалах уже в свой район новой спортивной экипировки. Кратко расскажу про формат нашего чемпионата. Получается, мы разделили команды на 2 группы по 5. И получается, они играют в группе сначала. Потом 2 первых места из групп выходят, то есть получается 4 команды. Первая команда группы А играет со второй командой группы Б. И вторая команда группы Б играет с первой командой группы А. Занявшие 3 и 4 места, соответственно, золотыми очками разыгрывают, тоже играют в круг. И 5 места уже, получается, к сожалению, вылетают в первую лигу. Первая лига будет проводиться примерно через неделю-полторы после высшей лиги. И там тоже разыгрывается 6 путевок. Все игры чемпионата у нас будут проводиться 2 тайма по 25 минут. И последние 2 минуты матча у нас время чистое будет. Всем командам, участникам чемпионата республики по высшей лиге желаю хорошей прямой дороги до Ленинска, хорошего отдыха перед чемпионатом по переезду, и чтобы каждая команда показала свою хорошую игру, свои возможности. У нас есть в этом году 2 команды, которые вышли с первой лиги по итогам чемпионата 2025 года. Это команды Вилюйского Улуса и Томпонского Улуса. Новым командам тоже хочу пожелать удачи. Чемпионат особенный, команды все достойные, слабых команд не будет.
Поэтому всем командам желаю больше побед, больше забитых мячей, и чтобы они сильнейшие получили путевку на спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Данный чемпионат дает право первым 6 командам дает путевку на финальные игры спортивных игр, которые будут проводиться в 2027 году в городе Нюрба.